Путь лежал не близкий, вверх по горной извилистой дороге. Проехали сквозь облака, впереди нулевая видимость. Возвышенности, овраги, все заслано белой пеленой. Ну а за ней открывается пейзаж еще большей красоты. Около 2000 метров над уровнем моря, Веденский район, озеро Кизиной-Ам. Здесь для Салима и Исы историческая родина открылась с новой стороны. Мы чувствуем себя как первооткрыватели, и мы открываем абсолютно новый мир для себя, новые впечатления. У нас есть очень много прекрасных мест, но, естественно, они очень сильно отличаются от того, что мы видим в Чечне. На земле, которую их предки покинули еще 500 лет назад, они провели уже несколько дней, каждый из которых был насыщен новыми познаниями о старых обычаях. Салим Джабар возглавляет администрацию в городе Абу-Гош, который был основан на территории современного Израиля переселенцами из Чеченской республики 5 веков назад. Исад Джабер – его заместитель. Впечатленные красотой жемчужины Кавказа, они слушали каждое слово о местных особенностях, наблюдали за рыбами сквозь прозрачную воду высокогорного водоема, фотографировались и, воздав хвалу Аллаху за возможность увидеть все это своими глазами, здесь же совершили омовение. Близилось время намаза. Не менее удивительным для гостей, хотя таковыми их и трудно назвать, было близлежащее село Хой. 16 домов и чуть более 100 жителей. По словам главы местной администрации, в школе учатся всего 3 ученика, и только для них работает 3 учителя. Возродилось село благодаря руководству республики. Такое уникальное отношение к своим жителям, конечно, вызывает у нас огромное чувство гордости за наш общий народ. В какой бы точке Чечни мы ни находились, мы везде видим, как строятся новые, восстанавливаются старые мечети. Мы видим, что люди посещают эти мечети, молятся, и это нам тоже очень-очень приятно и очень близко. После долгой беседы гости отправились в мечеть, где совершили намаз. За теплый прием представительная делегация раздала собравшимся четки, привезенные из 3-й святыни ислама. Это вам четки из мечети Алякса? В городе Абу-Гош более 7000 жителей с чеченскими корнями. Своей самой большой потерей за прошедшие столетия Салим называет незнание родного языка. Не сохранилась национальная кухня, танцы и традиции. Чтобы возродить все это, на встрече с министром культуры Дикалом Музыкаевым чеченцы из Абу-Гоша предложили развить дальнейшее сотрудничество. Мы видим на сегодняшний день своей первостепенной задачей – это вернуть чеченский язык нашей небольшой общине и приобщиться к тем традициям, которые есть на сегодняшний день в Чечне. Обмены студентами, обмены молодежными группами. Но в первую очередь, конечно, изучение языка, чтобы мы могли говорить со своими братьями на одном языке. Достигнуть договоренности не составило труда. Дикало Музыкаев отметил, что выступления чеченских артистов, государственных ансамблей, выставки именитых художников смогут провести в ближайшее время и даже организовать в Абу-Гоше свадьбу по исконно чеченским обычаям. О тесном взаимодействии уже в сфере спорта и туризма говорили с Хайдером Алхановым. Министр предложил провести в Израиле товарищеские матчи по футболу и выразил готовность принимать спортсменов в различных соревнованиях, совершая ответные визиты. Мадина Якубова, Резван Абдулмуслимов, Ильяс Якубов, Джамлай Хаджалиев. Новости.